Китайские СМИ сообщили, что 24 декабря обрушилась шахта китайской золотодобывающей компании, расположенной в деревне Караягач Гулджинского района Восточного Туркестана. В результате 18 рабочих оказались под землей. Радио «Свободная Азия», ссылаясь на власти Гулджа, сообщает, что большинство из 18 человек были уйгурами. По имеющимся данным, спасательная операция продолжалась в течение 5 часов. В день обрушения никто из заблокированных рабочих не был спасен. Многие страны, в том числе США, Италия, Япония, Малайзия, Тайвань и Индия, ввели тестирование и различные ограничения для путешественников из Китая после роста числа случаев заболевания коронавирусом. Реагируя на ситуацию, официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Вэнь Бинь обвинил западные страны и СМИ в искажении и преувеличении ситуации в Китае. По данным администрации Палаты представителей США, китайское видеоприложение TikTok было запрещено на всех устройствах, находящихся под управлением Палаты представителей. Этот шаг следует за законом, который вот-вот вступит в силу, запрещающим использование TikTok на всех устройствах, принадлежащих федеральному правительству США. Во вторник, 27 декабря, глава Палаты представителей по административным вопросам в своем послании всем депутатам и сотрудникам заявил, что это приложение считается подверженным высокому риску из-за ряда проблем безопасности и должно быть удалено со всех устройств сотрудников Ассамблеи. После растущего регионального влияния Китая и угрожающей ракетной активности Северной Кореи, Япония приняла меры. Было объявлено, что подразделения управляемых ракет класса «Земля-воздух» будут размещены на острове Йонагуни, расположенном в 110 километрах от Тайваня. В национальной прессе отмечалось, что из-за растущего влияния Китая в Тайваньском проливе Япония предпочла разместить на острове ракетные подразделения. Акции Apple и Tesla падают из-за сокращения производства и задержек поставок, связанных с заболеванием коронавирусом в Китае. С июня по ноябрь 2021 года акции Apple достигли самого низкого уровня, в то время как акции Tesla упали на 73% с ноября 2021 года, говорится в сообщении компании. Сильный туман Чжэнчжоу, столица китайской провинции Хэнань, стал причиной аварии на автомобильном мосту через Хуанхэ. По меньшей мере 200 автомобилей столкнулись друг с другом. В заявлении, сделанном местными СМИ, сообщается, что в результате столкновений погиб один человек и десятки получили ранения.